Информационное агентство Associated Press сообщает, что за последние несколько лет Коммунистическая партия Китая принуждает уйгурских и казахских женщин Восточного Туркестана применять противозачаточные средства, угрожая многодетным родителям отправкой в лагерь и огромными штрафами. Агентство провело опрос 30 человек, которые побывали в концентрационных лагерях Китая. По их словам, китайские власти ведут масштабный контроль над рождаемостью в регионе. В отличие от китайских провинций, где использование спиралей сократилось, применение противозачаточных средств в Восточном Туркестане значительно возросло. Многодетность стала главной причиной для отправки в лагерь. Людей, имеющих более 2 детей, разлучают с ними и отправляют в лагеря в случае неоплаты огромных штрафов. Гульнар Омирзак рассказала, что после рождения 3-го ребенка ее заставили применять спираль. По прошествии 2 лет женщину оштрафовали за то, что она имеет более 2 детей. Ей пригрозили отправкой в лагерь, если она не уплатит штраф. После этого, опасаясь за себя и своих детей, Гульнар Омирзак перебралась в Казахстан. Другая свидетельница китайских лагерей Турсунай Зиявудун рассказала, что ей ставили неизвестную инъекцию, которая оказалась препаратом для стерилизации, и наносили удары ногами в нижнюю часть живота во время допросов. Эксперты назвали данную практику демографическим геноцидом. Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что страна наложит визовые ограничения на некоторых лиц США с вопиющим поведением, связанным с Гонконгом, после того, как Вашингтон объявил об ограничении выдачи виз для некоторых китайских чиновников. Представитель министерства Джао Лидзян выступил с замечаниями на ежедневном брифинге для прессы, заявив о решимости Китая защитить свой национальный суверенитет, интересы безопасности и развития, а также принцип «одна страна, две системы». На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит визовые ограничения для должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые несут ответственность за подрыв свобод в Гонконге. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с тревожным заявлением о пандемии китайского вируса. Гебрейесус отметил, что пандемия продолжает распространяться по всему миру вопреки прогрессу в борьбе с вирусом, которым заразились более 10 миллионов человек и который унес не менее 500 тысяч жизней. По его словам, из-за смягчения мер ситуация может ухудшиться и обернуться второй волной. Выступая в понедельник на видеоконференции, директор Всемирной организации здравоохранения сказал, что по мере того, как страны начали открывать свою экономику, темпы роста и число случаев заболеваний стремительно увеличились. Власти Ирана выдали санкцию на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек, обвинив их в причастности к убийству генерала Касыма Сулеймани. Иранские власти обратились с соответствующим заявлением в Интерпол, попросив международную полицейскую организацию дать им красный статус. Касым Сулеймани был убит американцами в международном аэропорту Багдада 3 января 2020 года вместе с 5 другими высокопоставленными военными, включая заместителя главы поддерживаемых Ираном народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди Аль-Мухандиса. На одном из рынков провинции Гельманд на юге Афганистана в понедельник прогремела серия взрывов, унесших жизни не менее 23 человек. 15 афганцев получили ранения. Теракт произошел в поселке Шангин. По данным администрации губернатора Гельменда, рыночная площадь вначале подверглась ракетному обстрелу. В районе старого рынка разорвались 4 снаряда, а затем в собравшуюся толпу въехал заминированный автомобиль, рассказали в администрации губернатора, где выразили уверенность в том, что за терактом стоят талибы. Большая часть района Шангин подконтрольна движению «Талибан».